ток-шоу Weekend Star на Европе плюс. Всем привет! В Москве 17:00. На Европе плюс сегодня с нами этот вечер проводит команда, ворвавшаяся в чарты как в России, да так и по всему миру. Возможно, это самый стремительный успех в истории шоу-бизнеса. Но обо всем по порядку. А пока рад представить всем Руслан Шайхетдинов, Ренат Рамазанов и прекрасный цветок, серебряный колокольчик, голос которого мы слышим, это Адель. И, как мы уже успели пошутить, главная Адель, правильная Адель на Европе плюс. А все вместе вы... Эй, Йола. Эй, Йола, привет. Привет всем и вам, хайрле, кис. Это я пожелал на башкирском в силу своих возможностей. Добрый вечер всем. Слушайте, во-первых, спасибо огромное, что вы к нам приехали. Нам очень приятно вас здесь видеть и слышать. И мы переживаем вместе с вами ваш успех. И как это сейчас чувствуется? Мне кажется, такой удивительный момент. От вас все чего-то ждут. Все сразу и всем, да? И начинают какие-то музыкальные критики, пишут какие-то замысловатую фигню, которая потом, как этот апрельский снег, растает. А вы такие, наверное, ходите, ездите и удивляетесь. Как? Во-первых, охота поприветствовать радиослушателей Европы плюс. Описать наши эмоции – это крайне сложно, потому что у нас каждый час происходят какие-то абсолютно нереальные вещи. Каждые 15 минут у нас как будто история повторяется снова. Мы только строим планы, мы только вживаемся в какую-то роль и получаем этот кайф от всего от этого, да? И опять какая-то происходит новая история. Там неделю назад помыслить, что здесь мы будем в студии Европы плюс и говорить, обсуждать наше творчество, это просто было что-то нереальным. Как видите, нереальные вещи становятся реальными. Адель, как ты себя чувствуешь? Ой, я, если честно, не осознаю. Я по утрам просыпаюсь, встаю перед зеркалом и понимаю, что как будто бы каждый день все начинается заново. Как будто бы каждый день новая жизнь. И... в общем, как-то это все неожиданно. Очень классно, на самом деле. Очень в какой-то степени это весело. Но пока что не понимаю, не могу осознать масштаб. А у Рената, мне кажется, ему уже знаком успех, потому что мы потом поговорим и о его проекте. Мне кажется, он больше всех верил в ваш успех. Нет? Вы правильно, наверное, чувствуете волну эту. Это мечта всей моей жизни. Я еще в студенческие годы, когда собирал свой первый коллектив, группу «Аргамак», говорил, что про башкирскую музыку узнают во всем мире, что башкиры прославят свой эпос Урал-Батыр, свою культуру, язык, традиции, потому что в ней столько всего настоящего, столько всего, что мы как зеницу ока хранили, берегли и сберегли до сегодняшних дней. У многих народов эти эпосы утрачены, языки утрачены. Каждый день умирает язык какой-то. А у нас это прям весь народ как, не знаю, самое дорогое сокровище бережет. И у нас проходят конкурсы, где маленькие дети наизусть рассказывают эпос Урал-Батыр. Только 2 апреля в Сибае прошел конкурс. Асия Султановна Гайнуллина провела его. И у нас фольклористы, которые ездят, собирают этот фольклор еще со времен, когда эти катушечные магнитофоны были. У меня есть дома эти все архивные записи, которые мы слушали. И успех, на самом деле, знаком каждому из нашего коллектива. Руслан Север, это легенда электронной музыки у нас в республике. Я маленький еще был, у меня кассета была, мне брат подарил, Руслан Север. То есть это было первое касание вообще, когда я был еще под столом бегал. Адель, они вместе шоу песни на ТНТ, то есть они люди, видевшие определенные высоты и достижения. Мы с Аргамаком, мы 100 стран мира в Саудовской Аравии на Nomad Universe взяли гран-при. То есть, поэтому успех для нас, в принципе, на каком-то уровне до пандемии, это дело знакомое. Но нынешний наш союз, это что-то вообще невероятное. То есть
гений электронной музыки со своей прекрасной дочерью с голосом, который просто из глубины души идет. Гений электронной музыки показывает такие фигуры здесь, типа, да ладно. А мы, собственно говоря, я всю свою жизнь посвятил вот башкирской музыке, культуре, языку, традиции, да, и у меня багаж вот этих, так сказать, знаний, он, от сердца, от души идет, я с этим родился, с этим вырос, и вот смог бы каждый из нас по отдельности достигнуть вот этого результата? Я не скажу. Но когда вот это все вместе соединилось, это произошло что-то вообще невероятное. И вот у меня супруга вот сегодня выкладывала сторис как раз. Так, как, говорит, верил Ренат, наверное, никто не верит. Действительно, когда вот ты веришь, мечтаешь и идешь к этой мечте. Вот, я вот сравниваю жизнь без мечты, это как вот запылившаяся раскраска, которая никогда не открывалась. И вот сейчас Боже мы мой, начинаем... как поэтично, Ренат. Сейчас мы начинаем это Меня красить прям слезу уже вышибаете из меня. самыми яркими красками. Прям вот, чтобы глаз выколи, кислотными цветами, чтобы в подвале вообще без лампочки видно было вот эту красоту Урал-Батыра, красоту вот этой жизни, чтобы живой родник, вот этот Ян-Шишмя втек в каждое живое существо на планете, чтобы он распространился как воздух, как вода, не знаю, как дневной свет, как, чтобы вот это, каждый проникся вот этой ценностью, и тогда в мире будет красиво жить. Ну, давайте, кто будет за перевод отвечать? Начну, наверное, я. У нас интересная предыстория того вообще, как бы, откуда это название взялось. Мы писали гимн Уфе 450 лет. Мне было 50 лет, и хотелось как-то это запечатлеть. Без Курая это было невозможно. Написал электронную аранжировку, дочка спела, пригласила Рената, Ренат сыграл, мы послушали, и очень круто звучит у Курая электронная музыка. И Ренат говорит, давай попробуем кое-что сделать. Мы попробовали, это первая песня, она еще не издана, она называется «Йола». Йола, да. И вот отсюда оно все пошло. Это мощный электронный бит, пробивной. Мы посмотрели с Ренатом друг на друга. Ренат Мы просто визжали, а не смотрели. Мы как дети просто-напросто, как взрослые мальчики. Ренат приезжает на студию, давай еще включи, давай еще сюда горловушку запишем, давай еще. В общем, первый трек, вот «Йола», откуда все пошло. А я отвечаю за музыкальную составляющую. Ренат, как он и сказал ранее, он отвечает за вот все ценности наши. И вот дальше я передаю слово Ренату для того, чтобы он рассказал вообще о смысле слова и что такое означает «Эй, Йола». Если взять вот отдельно слово «Йола», просто как вот, традиции можно перевести как традиция, но здесь нечто более глубокое. Это даже как некие заветы, то есть что-то такое, предания, те, которые передаются, так скажем, вот от предков к будущему поколению, все жизненные ценности. Но мы пытались это дело зарегистрировать, Йола, и оказалось, что там такие коллективы есть уже. Ну, не так много, но и не так сильно популярны, но есть. И чтобы не было вообще никаких проблем, мы созвучие с Йола, конечно. Да, начали думать, и пришла приставка «эй», в смысле вот мироздания, вселенной, вот этого космоса, то есть всего пространства. И, по сути, в Урал-Батыре вот как раз все вот эти ценности и заложены. Это башкирский эпос, который Урал-Батыр это как заветы башкирскому народу оставил, но ценности-то, они одинаковые для всех. Они вне времени. У него нет начала, нет конца. Это то, что всему человечеству сегодня этого так не хватает. И вот эта приставка как вселенная, мироздание встала перед словом традиции, получилось как вот законами. То есть вся вот эта глубина эпоса отражена в названии. И как корабль, не знаешь, как так, говорит, ты поплывешь. Да, вот. Да, вот, наверное, это действительно очень важный момент. Вот кроме шуток, вот в названии много чего отражает Адель. Ну а как все-таки вот такой жесткий бит, да, и твой голосочек такой нежный. Вообще, где твои сферы вокальных интересов? Тоже где-то около этники? Или ты гораздо шире, в принципе, на это смотришься? Я в целом достаточно как вокалистка мультижанровая. Вот. И поп, и рок, и этно.
Это все очень мне близко. Вот. В нашем проекте «Эйола» сложилось лично для меня все. У нас есть и роковые треки будут, у нас есть и треки такие R&B-шечка, где я могу почитать рэпчика, у нас есть, где я могу поорать, да, этнические какие-то вокализы классные, срываться. Ну, в общем, мне дают полную свободу творчества в плане вокального выражения. Разрешили разгуляться. Ну, то есть у вас нет какого-то вот доминирования «я лидер группы» там, или «я лидер группы», или вот сидит вот скромный лидер группы. Здесь такая... лидер группы это Урал-Батыр. Вот кроме шуток. У нас есть, как сказать, не то что рамки, да, мы понимаем, что мы делаем. То есть каждая песня — это глава из Урала-Батыра. Вот Хомай, да, это как бы главная героиня этого эпоса, вокруг которой все происходит, поэтому песня получилась такая, она магическая какая-то, да, в ней есть какая-то мистика, и одновременно есть вот такая женская красота, есть вот женское начало. А есть там песня «Ой-ой-ой», я вам скажу, вы еще послушаете, мы еще дадим джазу. Там разные герои, которые вот на протяжении пути Урал-Батыра встречаются, они тоже отражены в песнях. То есть здесь борьба добра и зла, вопросы жизни, традиций, вечности, бесконечности. То есть вот эти все вещи, Акбузат, крылатый конь с алмазным мечом, там бык, царство темного, царство Катила, который там, с которым сражался Урал-Батыр, Шульген, его родной брат, который перешел на сторону темных сил. То есть все вот эти, то есть мужские партии исполняю я, женские партии исполняет Адель. И вот у нас по ролям, по главам, по описанию этого отрывка, так скажем, именно смысла. И вот эти вот выжимки из эпоса, у нас поэтесса Диана Кильдина, она всю жизнь изучает эпос, каждый раз, когда она его читает, какие-то новые смыслы для себя открывает. И на основе эпоса Урал-Батыр у нее есть творчество, ряд стихотворений, где вот вся выжимка самих смыслов эпоса. И вот наш, получается, коллектив, мы часть каких-то песен сделали с оригинальных текстов эпоса Урал-Батыр, ну, переложенных в ритмическую сетку, и часть это вот стихи Дианы Кильдиной, которые мне пришлось переработать, что-то там убрать, что-то добавить и уложить вот в эту аранжировку, которую сделал Руслан, да, и вот получилось творчество, которое прям краткое содержание, скажем, эпоса Урал-Батыр со всеми партиями персонажей, которые там задействованы. Поэтому у нас такого прям какого-то лидерства в коллективе нету. Каждый исполняет свою партию, каждый на своем месте. Да, это как двигатель. То есть вот есть там, я не знаю, коленвал, там поршень, блок, шатун, да? То есть без какой-то запчасти это работать не будет. Вот у нас так, то есть здесь нету чего-то, какого-то главного, нет там ненужного. Все, вот механизм, он собрался и живет мы как единое целое. Слушаем, мы записываем рецепт успеха. Ну и сама песня «Хомай», конечно. Вот мы в ней прям так и спрашивается, кем была Хомай. Да, то есть кто такая Хомай? Ну вот отвечайте, кто такая Хомай. Ну, Адель, давай, ты начинай. Ты у нас в роли Хомай, а потом мы каждый... Да, я могу сказать от себя, как я чувствую на себе образ Хомай, как я его проживаю. Для меня образ Хомай — это про женственность, про вот эту женскую мягкую силу, про нежность, про какую-то плавность. И, если честно, вот мы несколько раз переписывали песню. У нас была первая версия и вторая версия песни. Я пожила с ней некоторое время, поняла, кто же такая Хомай, для самой себя сделала вывод. И мы полностью переписали всю вокальную партию мою заново. Просто потому, что хотелось это вообще две разные песни, на самом деле. Да. Одна такая девочка спела условно, а вторая уже человек живет и поет душой. Это удивительно, вот причем версии, если их вот поставить, послушать с музыкальной точки зрения, все отлично было спето, то есть все чисто, все хорошо, все замечательно. Но вторая версия, то есть Адель, вот она на самом деле, она вот это прожила, она прочувствовала на самом деле вот глубину эту. И вот в песне появилась душа. Вот мы сравнивали версии. Это как бы первая версия самая, которую мы записали. Прекрасная. Вторую включаешь,
И вот на каком-то таком, я не знаю, уровне, на тонком, ты понимаешь, что это очень сильно отличается. Очень сильно отличается, потому что Адель стала петь душой. Наверное, мистика какая-то, да. На самом деле, вот по поводу слова «мистика», оно, наверное, подходит сюда. И почему? Потому что сам смысл песни «Хумай» — это женский образ, это спутница Урал-Батыра, дочь царя, небесного царя птиц Самрау, дочь солнца, которую искупали в роднике с живой водой. То есть это про жизнь, это про то обновление жизни, только она знала путь к роднику с живой водой, только у нее хранился крылатый конь Акбузат с алмазным мечом, который в борьбе против темных сил, он просто, когда спускался с небес, забурлили все реки, воды, там гремела земля, сотрясалась, содрогалась. То есть ко всем вот этим вещам, ценностям знала дорогу только Хумай. И образ Хумай, на самом деле, в эпосе, он невероятно играет важную, главную роль. И когда человек исполняет это голосом своим, да, техникой определенной, ну да, красиво, четко можно спеть, но если человек вот это дело сердцем, душой не проживает, то и других людей это тоже накрывает тебя, накрывает всех. И вот здесь как раз в словах песни «Тамырдарам минин хорай», то есть корни мои спрашивают, не только и спрашивают, то есть они требуют, да, кто же, то есть, да, душа и кровь моя, то есть кровь начинает бурлить, кипеть от того, что ты, кто же это Хумай? И вот у каждого человека, независимо от национальности, от возраста, от вероисповедания, от каких-то взглядов своих, да, жизненных, у каждого... Вот первым делом это, конечно же, подхватили казахи, киргизы, узбеки, турки, азербайджанцы, да, то есть именно те, у которых язык схож именно с башкирской группой. Но потом начали писать Корея, Китай, Мексика, Европа, там страны, все страны Европы. Да. У меня друзей много после фестивалей, после всех этих... У меня супруга тоже, у нее там родственники в Корее. Присылают отовсюду видео, начинают разборы, уже там, вот этот трек там вот так, то есть на немецком, на арабском, на корейском языках. И мы просто смотрим, что-то не... То есть у всех проснулись корни. Начали одевать свои национальные костюмы. Они начали говорить, я там киргизская, у меня то-то, то-то, я казашка, у меня то-то, то-то, я узбечка, у меня то-то, то-то, то-то. То есть они начинают свои какие-то национальные качества проявлять. Оделись в национальные костюмы. Холод, не холод, зима, не зима. Пошли там на природу, горы, сели на лошадей, стреляют из лука. То есть что происходит? Это у каждого проснулась вот эта национальная идентичность, корни, истоки. Вот это сила Хумай. То есть там что-то происходит на тонком мире, что заставляет кровь каждого человека кипеть и спрашивать, кто же мои корни. Я причем добавлю, если посмотрите на логотип, кто-то увидит подкову. Если как следует рассмотреть логотип, вы увидите два силуэта. Это Урал-Батыр и Хумай. А если вы еще внимательно посмотрите, то там нанесен орнамент. А этот орнамент у башкир – это женская сила. То есть даже уже в логотипе у нас это заложено. А вот знаете, друзья, чем хорошо быть ведущим? Что вот можешь попросить, и у тебя ребята взяли... Полный экспромт. Вообще, да. Мы акустику просто не делали. Ребята, это первая акустика. Европа Плюс, и с нами сегодня сверхновые звезды шоу-бизнеса Айола, а именно Руслан, Ренат и Адель, и они на Европе Плюс. А еще у вас есть Батыр, который, кстати говоря, вышел первым, да, но вот выстрелил, конечно, больше потом Хумай, понятно, наверное, потому что Батыр, наверное, слишком такая мужская тема для того, чтобы, да, вы так и думали, что так в итоге сложится? Естественно, здесь
никто не может построить какие-то планы, какие-то прогнозы, тем более в шоу-бизнесе, да, в музыке это вообще не прогнозируется. Каждый год появляются какие-то лидеры совершенно в разных точках планеты, да, а здесь у нас произошло на самом деле такая очень интересная вещь. В общем, «Батыр» — это первая песня. И он стал, на самом деле, локомотивом. 0 подписчиков. Мы вышла песня, вышли наши социальные сети. 0 подписчиков. 0 вообще. Мы с нуля. 0 рекламы. То есть мы делали альбом сами. То есть вот просто сами. Это наша инициатива. И «Батыр», он нам протоптал, он как настоящий батыр. Он как настоящий батыр. Да. Он пошел в разведку с боем причем. Откуда вернулся с победой, это точно. Он нам привел первых людей. Люди открыли нас, да. И сейчас у «Батыра» есть второе дыхание. Мы с ней сняли новый рилс. Сегодня мы смотрим, уже очень много пошло видео с ним. Уже ближе к 1 миллиону просмотров доходит «Батыр. Второе дыхание». После того, как он набрал сначала, привел людей, как вот кони бывает иногда, там приводят там табун лошадей, и также «Батыр» привел нам целое там огромное количество подписчиков, с 0 подписчиков, когда у нас было. И вот сейчас на фоне «Хумай», когда уже мы собрали еще больше, да, там целую армию, и на них, они даже не знали, что есть «Батыры». И вот мы когда выложили просто повторно «Батыр», они думают, что это релиз новой песни. И там нам пишут комментарии, поздравления сыпятся огромные. Есть, а мы говорим, эта песня уже, она давно у нас есть, и сейчас она набирает повторно. Как бы, я думаю, она тоже... вообще, когда мы выложим весь альбом, я думаю, каждая песня будет замечена и оценена. Ну, просто у людей память как у рыбки. Где-то так на 5 секунд. Ну, «Хумай», конечно, мы делали ставку. Адель, безусловно, это красивая картинка, это нежный голосок, это сам смысл песни. Душа. Да, душа. То есть да. и вот там 2 здоровых бородача и хрупкая девочка, да. То есть, немалых бородача, прямо скажем. Вот, и здесь все звезды сошлись, на самом деле. Все прям... Вот, с какой стороны не посмотришь, все как-то гармонично. Руслан, а легко было соединять как саунд-продюсеру думбыру, курай, вот все эти инструменты, да, и электронный синтовый звук вообще, как это? Нет, это нелегко. Во-первых, нужно понимать, что музыка — это все-таки отчасти математика. И хотелось сделать современный, интересный саунд со всеми последними такими интонациями, которые присущи сейчас сцене, и одновременно сохранить вот эту этническую составляющую, да, то есть отобразить наш башкирский дух. И передо мной стояла задача, с одной стороны, надо сделать европейскую такую западную гармонию, да, вроде бы, и одновременно это должно быть пентатоникой, потому что да, и эта задача не из легких. Я нашел пару рецептов, посидел, посмотрел, и как-то это все стало складываться. И вот я честно скажу, я до сих пор переслушиваю наш альбом, я не верю, что это сделали мы. Вот я не верю, потому что это, во-первых, легко получалось, это летело, как бы Ренат на придет. На одном дыхании. Ренат приходит, у него идеи, у него огромный бэкграунд. Адель придет, она что-то споет, и хоп, у меня идея. Так, мне нужен, значит, мой там Аберхайм, значит, мой синт. Сейчас я здесь сделаю пэд, здесь ставлю мук, накручиваю бас. Так, думаю, надо более плотного саунда. Беру таблично-волновые синтезаторы, слои. Я не играл никогда вот на этом инструменте, вот который вы здесь видите. Да я играл на гитаре. Это я буквально полгода держу этот инструмент в руках. Мало того, сейчас, подождите, у меня появились вот такие всякие инструменты. Я тоже на этом никогда не играл. Ой, извиняюсь. Сейчас, еще разочек. Это уникально. И ты собираешь вот как огромное количество на столе у тебя пазлов. Из этих пазлов нужно собрать картинку.
И эта картинка, она местами собиралась сама. То есть вот оно шло все очень легко. Ну, представьте, за 10 месяцев написать 12 песен с нуля вообще. Там, самых разных. По 150 дорожек в каждой песне. Это что-то невероятно вообще сумасшедшее. Как он, Руслан, это делает? Там черт ногу сломает. На полный север такой. Слушайте, ну, а какая все-таки будет песня третья выпущена? Или пока еще рано об этом говорить все-таки? Я так Адель, подглядывал в ваш зачитаешь телеграм. кусочек? Давай. Ну, если что, по тональности сейчас мы определимся. Tuhan telende hinnak tothang, öte uramda telende hillashang, bertem buhak bertepten barahela, шул вакыт булыр, бәрәкәтле бездә. Слушай, ну действительно они все разные, да, по энергетике, и тут уже и хип-хопчик чувствуется, да. Какая-то классная. Карди Би. Подвинься. Вопросы кратко, ответы как захочется. Ну, давайте немножко пошутим. Вы обошли Леди Гага, Бруно Марса и многих других в чартах. Давайте запишем им слова поддержки. Бруно, ну, сорян. Мне очень нравится твоя музыка. Я вообще фанат твой. Ну, так получилось. Леди Гага, ну не расстраивайся, дорогая. Ну, будет еще. Будет все еще впереди. Я не знаю, к кому Ренату обратиться. Ну, ко всем остальным. Фитонем с вами как-нибудь? Хорошая добивка. Кстати, Ренат, проект «Аргамак» остается в силе? Или он просто, временно из-за занятости? Вообще, я его поставил на паузу. Вот у нас, когда вот случилась пандемия, все же, как сказать, на 3 года, можно сказать, сели без мероприятий, без выступлений. Какие-то онлайн-концерты мы делали, но у каждого уже семьи, и нас 7 человек в составе. И решили как бы взять паузу творческую. Мне уже стало полегче, потому что все равно я же как руководитель коллектива, 7 человек, они же все на меня смотрят, там, то есть загруженность какая-то должна быть, чтобы коллектив содержать. А здесь мы уже люди все состоявшиеся, в целом у каждого, в принципе, в жизни все в порядке, и вот мы начали с Русланом, мы вначале вообще вдвоем как бы договорились, давай поделаем творчество. И вот потом нужны были вокализы вот эти женские, давай, говорит, дочку попросим, просто вокализы там, то есть не подразумевали, что нужно будет на башкирском петь, и она пришла, как дала, мы говорим, блин, она должна быть с нами в проекте. Берем, туда нам надо. И вот Аргамак, он пока на паузе. Я думаю, вот как AC/DC там свои, там сколько лет им выезжают же периодически. Я думаю, мы тоже как-нибудь дадим вот жару, тряхнем стариной, еще придет время. Там, да. У Адель тоже Мусаме свой проект тоже замечательный вот с Русланом, да, я думаю, они тоже еще, это же творчество, то есть одно другому не мешает на самом деле. У нас есть, да, наш вот совместный, а может мы какой-то сборный концерт солянку дадим Мусаме, Аргамак и Айола. Почему нет, почему бы, да. А у нас уже был такой, кстати. Между прочим, да, у нас уже был такой опыт, да, когда мы приехали выступать, и сначала пел Ренат с Аргамаком, потом пели мы Мусуме, потом Эйола мы пели. Да, соляночка уже была. В общем, да, было очень весело и Одни и интересно. те же люди, разные песни, разные жанры. Выглядело это, конечно, очень странно, я думаю, для зрителя, что одни и те же люди выходят, и что-то тут одно, тут другое, здесь третье. Ну ладно, вот такие вот мы. Ну а что поделать? Да ладно, что делать? Надо жить и кайфовать, по-моему. На самом деле, вот я к этому как отношусь? У нас, по идее, это прорыв шаблонов всех вообще возможных. То есть для республики это впервые вообще в истории республики, когда мировые топ-чарты разрывает башкирская песня. И не просто песня, а это эпос, это сокровище башкирского народа. Это топ-3 запроса в Google Урал-Батыр. Представляете, по миру. Это Урал-Батыр и Башкир. Это что-то невероятное для республики. Не только и для России. А много ли у нас песен российских, которые мировые чарты? Это, понятно, там, Тату, да, когда-то там они взлетели. Сигма-бой. Сигма-бой, да, вот. То есть, и ведь их и не так много российских песен, которые вот так в
мировые чарты они врываются. И поэтому для российской истории это тоже открытие. По сути, это национальная республика, да, в составе России, с национальной песней выходит, так же, как и вот с Аргамаком, собственно говоря, мы когда в 2019 году среди 100 стран мира, как субъект участвовали, и мы взяли гран-при на Nomad Universe. И поэтому наша башкирская вот эта история, она является каким-то, не знаю, феноменом прорывным в целом в индустрии шоу-бизнеса российского. Это что-то вообще невероятное. В голове не укладывается, на самом деле. Как это происходит, это вот... Я для себя понимаю, это Урал-Батыр, это работает свыше. Вот мое, как сказать, субъективное мнение однозначно оно так. Почему? Потому что есть предшествующие этому событию места, мероприятия. Башкортостан — это место силы, на самом деле. Это каждый уголок Башкортостана связан с эпосом Урал-Батыр. Горы, да, реки, серьезно, то есть да, Иремель, Агидель, Хахмар, Яек, Нугуш, то есть все реки, там, пещеры, скалы, это все это отрывки места, где происходили события эпоса. И вот Айола сейчас, на самом деле, это пазл, который встает в башкирскую историю. И весь взор всего мира направлен на перспективе башкирский туризм. То есть это уже... Мы сейчас уже ушли от первой темы, да. Это обязательно еще обсудим, Ренат. Да. Давайте к туризму вернемся попозже еще, потому что мы переплывем просто сейчас. Когда официальный день рождения группы? Потому что я смотрю, у вас в Телеграме 16 января, 10 февраля, 2 даты светятся в канале. А как вы сами считаете? Я считаю, что это... мы не задумывались, я не задумывалась лично насчет этого. Это на самом деле, это для меня отправная точка, это май месяц, это вот у нас будет совсем скоро день рождения. То есть мы начали работать в апреле, но уже на майские праздники у нас была первая песня. Поэтому... как раз я прилетала, мы писали вокализм. То есть давайте будем считать, что нас стоит поздравлять. Так, день радио у нас 7-го же, да? Мы же все-таки коллеги. Пускай будет 7 мая. Вот так вот сейчас взяли и навели порядок в вашей хронологии. С моей тоже любимой группой Айова вас еще не умудрились спутать ни разу? Ох ты, я, кстати, это в первый раз слышу. Ты слышал я об этом задумывалась, и я где я видела какое-то предложение, приходил по концерту, где предлагали нас, и я увидела там еще Айову у них. И я подумала, что это будет забавно и интересно, но в целом ни разу пока не слышали о том, чтобы как-то кто-то говорил, что это созвучно, или что мы там, я не знаю, решили подмазаться, может быть, под название. Ни разу такого не слышали, и мы такого не делали. С твоих уст это... Я обратил внимание. Я перелистал сейчас нашу переписку. Первое сообщение, которое я Руслану отправил, это было 27 марта 2024 года. Но это мы все хотели встретиться. Да. Это я тебе уже отправил референсы разные, там вот 27 марта. Все ходы записаны, обратите внимание. Да, Ренат тут такой прям сидит, серьезный дядька. Фиты и коллаборации предлагают или пока отбиваетесь? Отбиваемся уже. Предлагают. Очень много просто. И уже ремиксов наделали, и есть фиты. Причем мы удивляемся сами. Но да, мы видим, не в курсе, что мы не в курсе, что да, но появляются и прям появляются на диджитал-платформах. Конечно, это льстит. Но не это более того. Но не более того. А Игел и успех Паилы вам как-то придали уверенности? Или вы в своем варитесь? Честно, мы вообще про это даже думать мы вообще думать Есть вообще не думали. неохота, если это неприятная история. Нет, зачем? Мы вообще даже не думали об этом. Когда начали сравнивать, мы даже не поняли, как это можно сравнить. Да. А потом я так, хорошо, для многих людей башкирский язык, татарский, там и другие языки, они похожи, да? То есть... Они родственные, да, родственные, да, похожи. То есть поет кто? Девушка. Окей,
Музыка какая? Электронная. Все. Ну, как бы, да, то есть перестали... ну, если разложить и посмотреть, просто поставить в лоб, ну, это... Несопоставимо. Это разные истории. Ребятам респект, они молодцы, песня потрясающая, но сравнивать, я думаю, это все-таки некорректно. А вы думали уже о таком непростом вопросе, как удержание планки высоты, да? То есть, когда вот вы сейчас здесь, и вроде надо какие-то действия предпринимать для того, чтобы, да, а может и не надо. Как вы к этому относитесь вообще? Здесь, мне кажется, мы предполагаем, а Бог располагает, да, то есть мы можем какие-то планы строить. Единственный у нас план — это выпустить альбом. Альбом готов. Релизный план, он тоже построен. Все релизы расписаны. На самом деле мы уже дважды анонсировали выход песни. Но из-за того, что Хумай продолжает набирать популярность, мы отодвигаем. Мы не хотим, чтобы наши последующие работы как бы были, ну, не замечены. Назовем вещи своими именами. Поэтому удержание, я уверен, что люди будут ждать альбома. Я уверен, когда альбом выйдет, вот планка будет еще поднята. Вот я в этом просто уверен, потому что это огромная музыкальная история, это огромная внутренняя такая душевная история с огромным бэкграундом, то есть с глубоким посылом. И июнь месяц. Конец июня выйдет альбом. Чуть-чуть надо. Подождем. Потерпеть. Слушайте, а вы в своем телеграм-канале честно предупреждаете: ребята, видео не наше, это сниппеты нарезали, да. Ну, а правда, идет же съемка клипа на Хумай? Ну, Ренат расскажет тоже. Мы вот как раз над этим сейчас начали работать, прорабатываем образы. Нам написало очень много классных режиссеров, операторов, студий видеопроизводства, кто занимается съемками. Именитые, там, переименитые люди пишут, хотят с нами работать. И вот это был очень сложный выбор, на ком остановиться, чтобы начать сотрудничество. Кстати, да. Да, и собралась огромная команда со всей России, которые просто вот... некоторые просто за свой счет покупают билет, чтобы просто поработать с нами. Это удивительная история, да. И на самом деле мы сейчас вот по прилету начинаем большую работу. Это будет история Хумай, которая будет рассказана на башкирской земле, чтобы люди сейчас узнали про Башкир, узнали про республику. В запросах там Урал-Батыр, Башкортостан, и в Гугле, и в Яндексе. Сейчас мы хотим показать эту красоту, показать эти горы, реки, то есть все, что по эпосу происходит. Я тут уже... Это места, это места силы. 100%. Да. Я тут уже упомянул про туризм, поэтому уже бронируйте путевки, потому что в Башкортостане это будет, я предполагаю, такая очень... Все места можно будет увидеть своими глазами, я скажу так. А эти места силы, то есть они описаны в этом эпосе. Я вот скажу даже больше. Вот я говорил, что я человек, который очень полагается на науку, опирается, да, то есть, ну, ты берешь вольтметр, меряешь напряжение, ты понимаешь, да, схема, там у тебя транзисторы, не знаю, лампы, там, триоды, пентоды, как это все работает, ты все прекрасно понимаешь. И я скептически относился. Урал-Батыр у нас был в школе. Книжку, я ее очень любил. Я помню, в библиотеке, это был год, наверное, ну сколько лет, 85-й год, наверное. Я взял эту книгу, мне прилетело «Ай-яй-яй» из школьной библиотеки, потому что я ее не возвращал. Я ее читал, это такая сказка великолепная. Это я ее воспринимал как сказку, на самом деле, в том возрасте. И там я всегда удивлялся одному факту. Урал-Батыр путешествует по миру на ком? На льве. Я думаю, боже мой, Башкирия, какие львы, И у нас есть пещера, Шульганташ, ее называют Каповые пещеры. Там наскальные рисунки, таких пещер всего 2, насколько я знаю. Могу ошибаться, но на нашем континенте таких пещер всего 2, где... Ласка, Шовы в Испании, во Франции, вот эти вот подобные. Эпоха палеолита с наскальными рисунками. Да, 5-7 век до нашей эры рисунки. И ученые в этих пещерах нашли останки древних пещерных львов. Вот так. Вот, понимаете? Вот
Ну вот, да, смотрите, мы уже говорили, что вы фактически амбассадоры башкирской культуры, да, получается, этого эпоса. А кто еще вот из музыкантов, на кого бы обратить внимание, да, кто рядом с вами пойдет по проторенному пути, да, вот нам интересно сейчас приглядеться. Хо-хо-хо, интересный вопрос, сложный вопрос. Я даже не знаю, у меня нет ответа, есть очень много талантливых людей, огромное количество. Я в свое время вел программу о электронных музыкантах, и в гостях у меня был тот же Авичи, когда он еще выходил с никнеймом Тим Берг, да, там, я не знаю, там, Prodigy были в гостях и так далее. Меня всегда интересовало, как люди начинали, как добивались успеха, и как это все происходит. То есть я очень надеюсь, я с своей стороны скажу, что нам удастся после выпуска альбома создать какой-то свой подкаст для... Я сам диджей, да? Для того, чтобы делать музыкальные программы, рассказывать об интересных проектах, которые работают в таких интересных стилях, смешивают абсолютно что-то новое, создают новое звучание, создают абсолютно новое погружение в музыку. Мы это обязательно сделаем, и вот тогда-то мы вам 100% высыпем просто десятки имен, которые наверняка станут интересны и успешны. Классно. Слушайте, Может, Ренат что-то добавит. Может, у него есть свое видение. Да. Я, на самом деле, по уже протоптанному пути группы «Аргамак», я вот такой человек, я очень большой патриот. То есть все артисты и просто вот в республике, кто живет, наш народ, они все это прям вот моя семья. И когда у меня что-то получается хорошее, я обязательно этим делюсь со всеми. Я когда работал в штате филармонии, там старался проводить оперативки еженедельно, там рассказывать, там делиться, давайте вот так, вот так. Все, что бесплатно, люди не ценят. Блин. Продавать это, что ли, я не знаю. Но по какому-то протопу я старался инициировать какие-то там совместные эти фестивали. У нас вот проходит большой фестиваль «Сердце Евразии», к которому была приложена тоже рука моя. Серия клипов снимали там. Я был председателем молодежного Курултая. И вот гранты, которые глава республики разыгрывает в Министерстве культуры, на серию клипов выбивали деньги, снимали клипы там нашим популярным артистам башкирской эстрады. Вот среди них там ребята, которые вот сейчас вот по протоптанному нашему уже сейчас пути могут там, скажем, в перспективе пойти. То есть я в любом случае это делал, и дай бог с Русланом, я думаю, мы это тоже будем делать. Всю жизнь же мы же тоже не будем по этим гастролям путешествовать, что-то это. То есть мы когда-никогда сядем и будем делиться этими знаниями. Я думаю, будет Ural Records по типу Atlantic Records, башкирская. Вот, и будем ковать башкирских суперстар. Дай бог, когда сейчас сами протопчем дорогу, а мы ее протопчем. Просто хочу один факт привести вам такой, чтобы вы понимали, кто такой Ренат. Он умудрился в центр города привезти коня. Оцепили в городе, в центр города, чтобы вы понимали, прям центр. Оцепили часть там улицы. Они съемки прошли удачно. Только конь сбежал. Я на велосипеде его догонял по всем улицам, между машин, вот так вот ловили его. Картина, которая осталась, наверное, где-то за кадрами. Для Рената невозможное, вот слово вообще невозможное, оно не существует. Об этом потом, может быть, еще один эпос напишут. Адель, расскажи нам ты. Вот хорошо, тут взрослые дядьки свои темы продвигают. А что ты про уфимскую сцену, про уфимских музыкантов, про башкирских вообще? Там много городов. И ты дружишь там с какой-то тусовкой своей? Если честно... Нет? Если честно, нет. Как-то так вышло, что... Ты сфокусирован на своем пути. Я не могу сказать...
Да, да, окей, да. Я сфокусирована на наших проектах. Вот. И поэтому как-то... Я, в принципе, за собой заметила тенденцию того, что я перестала слушать музыку. Я наушники сейчас использую для того, чтобы включить шумоподавление, потому что настолько это у нас сейчас много вот этого... много музыки стало, что уже тяжеловато становится просто вот даже в наушниках послушать, уже хочется иногда какой-то тишины. Вот, поэтому не могу тут ничего сказать по артистам. Я, правда, уже, наверное, полгода не наблюдаю. А если я даже и слушаю что-то, то я слушаю джаз, я слушаю просто инструментальный, я слушаю классику. Не более. Здорово. А как ты сейчас вспоминаешь свое участие в песнях, да? Просто друзья, те, кто не знает, что и Руслан, и Адель принимали вместе участие. Это был волнительный опыт? Или как-то легко прошло, и все? Ой, это очень классный опыт. Папа не даст соврать, это прошло все очень весело. Классно, да? А вдруг кто не знает? Я, по-моему, так и не говорил, да, но это все знают, что у нас папа и дочка. Вот. Было очень весело, очень много классных знакомств, все с такой улыбкой, как-то все так... Не знаю, я вспоминаю с таким теплом это, и я иногда даже думаю, вот бы еще разочек, так классно было, так весело. Недавно увидела рилс прикольный, забавный, позабавил он меня, где мы стоим на сцене, песня на ТНТ, и нас исключили уже из проекта в пользу другой команды, и я стою, плачу, и Павел Воля говорит: Адель, не переживай, все будет хорошо, у тебя еще все впереди. И тут же склейка с тем, как мы везде уже поем, и где мы уже везде. И я думаю, да, это стоило. Это того стоило. Это прикольно, это очень классно. И расскажите, я отодвигал это напоследок. Но сезон отпусков скоро будет, да, и мы так или иначе сфокусированы на нашей замечательной стране, и это классно, что сфокусированы. Давайте просто что нужно посетить, да, в Башкирии? Ваш топчик какой-то. Ой, вы знаете... тяжелый вопрос. Это очень сложный вопрос. Во-первых, у нас очень красивая республика, просто потрясающая. Очень много разных мест. Они все разные, разных мест. Извините меня за тавтологию, но на самом деле здесь огромная гладь водяная. Это Павловское водохранилище, Нугуш, да, горы, Уральский хребет, гора Еремель. Мы снимались Таратау, Зубчатки, леса, поля, реки, горные реки, пещеры, в скалах. Это, я не знаю, рыбалка, грибы, ягоды, там, бортничество. Да, уфимский мед же. Конечно, да, башкирский мед. Кумыс, молочная продукция. Мы были на съемках. Нам принесли корот, нам принесли сметану деревенскую, мед, там, сколько там, 40 трав, да? 400. 440, говорю, 400, да, 400 краснокнижных. Ты берешь мед так, открываешь рот. И просто отвал башки. И взрыв в голове происходит. А какие места? То есть это же горы, которые там датируются 270 миллионов лет. Древние, одни из самых, да. Окаменелости. Это, это коралловый риф пермского периода. Да. И если вы хотите в одном месте увидеть очень много чудес, приезжайте к нам. Ренат сейчас обязательно дополнит. Если вы хотите знать вообще географическую карту и те места, которые в первую очередь надо посетить, У нас, на самом деле, республика, она очень многогранная, и наряду с культурным, с творческим своим проектом я уже давно работаю над туристическим, где у нас расписаны все маршруты: Малое кольцо, Большое кольцо, северо-западное, северо-восточное, со всеми придорожными этими сервисами, остановками. То есть это комплексная работа разработки всего туризма. Вошел этот маршрут как зеленый маршрут в реестр внутренних маршрутов России. Бурзянский кластер разработан. Там с кучей этих туристических баз проведены предварительно уже переговоры
переговоры, инвест-часы с главами администрации всех туристически привлекательных регионов. То есть у меня проделана огромная работа. Вот это крайний пазл, который сейчас встает и начинает вот это все, дай бог, работать. Приток туристов, это трудоустройство нашего народа, это новые возможности для людей, там, для торговли, для ремесленников, для просто этих баз. И здесь разные возможности. Есть медицинский туризм. У нас очень много санаторно-курортного разного лечения. То есть это там шикарные просто там, начиная там от сероводородных всяких вот этих грязей и прочего всего там. Это и бизнес-туризм, промышленный Башкортостан очень разнообразный. Там добыча полезных ископаемых и прочее. Там заводы, пароходы, этого всего. Там нефтяные горнолыжные курорты. Да, горнолыжный курорт. Это спортивный туризм. Образовательный туризм. Куча разных форумов проходит. Потом паломнический туризм. У нас очень много исторических именно святых мест, как и в мусульманских, так и православных. То есть и у нас место захоронения сахабов. Это 630-е годы, когда пророк Мухаммад, мир ему, сам своих, так скажем, сподвижников отправил, и 3 из них захоронены у нас в республике. Это гора Нарастау, Мекинский район, и гора Ярыштау. То есть туда приезжают тысячи паломников, порядка там 200 тысяч человек посещает это круглогодично. Там разные родники, куда люди приезжают. У нас захоронение выдающихся шейхов. Зайнулла Ишан Расулев, известный на весь мир. Его сын Габдрахман Расулев, во время Сталина он там был муфтием и всех мусульман мира призывал, да, то есть у них есть переписка личная. То есть у нас настолько разнообразный туризм, этно, медицинский, промышленный, бизнес, то есть вот все направления, виды туризма у нас могут работать. Единственное, не хватало, так сказать, мощной рекламы, которую, собственно говоря, мы сейчас сделали. Осуществляем. Поэтому, как только вы приедете в Башкортостан... Не реклама, а промо, прошу. Все, промо. Да. То есть, это вот... Я большой патриот своей родной земли, своего Башкортостана, своей страны, и мне хочется, чтобы каждый житель нашей республики мог жить на своей земле, рассказывая, показывая ее красоты и благоустраивая ее, оберегая, то есть не так, чтобы там раздербанить, да, а вот именно вот эту ценность ощутить. И приехав в Башкортостан, можно именно вот насладиться пребыванием там. Кумыс — это просто что-то... Это Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой приезжали там. Его все, поехал я к башкирам на кумыс, он писал. Да. Мед наш, он даже в космосе, его космонавты говорят, потому что диастазное вот это число, которое, да, это книга, это рекордсмен вообще всех вот этих кубков мирового вот этого там медового этого... Медовой промышленности. Медовый кубок имеет мировой. Мы проводили фестиваль кумыса, то есть по прототипу Октоберфеста, когда весь там мир едет пиво пить, у нас весь мир может приезжать кумыс к нам пить. Лечиться. То есть, да, лечиться и наслаждаться вот этой красотой. И пребывание там, вот Урал-Батыр, как движется? Вот все вот эти места, это вот выпрошенные оттуда. То есть есть всегда причины следствия. Вот для меня, собственно говоря, да, я, находясь вот на Нарастау и обращаясь к высшим силам, происходит что-то вот невероятное. Когда мы запускали релиз, я находился именно там. Да, кстати. Руслан не даст соврать. И каждое наше что-то там перед этим, я где-то там. И вот какой бы технический, как сказать, склад ума у человека не был, волей-неволей все равно человек начинает, вот это да. С цифрами не поспоришь. Адель, а твое секретное девичье место? Ой. Может, сейчас скажешь, кофейня на пересечении проспекта такого-то и такого, да? Я в основном, да, я такой городской обитатель. Очень Мужчины так сурово посмотрели сейчас. Я честно признаюсь, вот из последнего мы ездили на Таратау, и меня, правда, очень сильно впечатлило. Ренат нас очень долго уговаривал туда поехать, на самом деле, потому что у нас достаточно сейчас плотный график, и мы с ним спорили, что они нет, у нас тепличные, а я такой... Мы не успеем туда поехать. Кочевой. Нет, мы 2 часа ехать, Ренат, не надо. А в и итоге причем приехали... прогноз погоды, дождь. Вот все дни дождь должен быть. Вот вы представляете, мы приехали туда,
несколько капелек прошло, и мы весь день снимались. Отъехали буквально 10 километров, и оставшиеся всю дорогу до Уфы все было залито. Вот там единственный, наверное, пятачок в республике, который был сухой. Как говорит так. Ренат, договорился с небесной канцелярией. Ну и давайте напоследок, чтобы нам все-таки не туристической темы, а музыкальной. Какие-то точки, где за вами следить, когда ждать релизов, когда ждать альбома, мы договорились в июне, да? Ближайший релиз песни... Тугантель. Это 18 апреля. Это наш новый релиз. Я очень надеюсь, что ничего не случится. Мы записали уже материалы. Очень классные рилсы. Самые разнообразные. Я так жду, когда мы их покажем, потому что там просто вообще все классно. И песня, я ее слушаю, у меня все внутри бурлит. И вот Адель читала. Кстати, Адель, давай еще разок. Еще разочек. Еще разочек. Ты не уверен в моем предыдущем тейке? Я уверен. Я думаю, что просто здесь будет все удобнее. Просто папа сказал, значит, надо делать. Да, а я послушная дочь. Tuhantelinde hinnak tothang, öte uramda uttelinde hilleshang, bertim bulhak bertipten barahıla, şul vakit bulur bereketili bize, tuhantelem haklası kalkan, Ural batırdan biz getiklem haklangan, ata babalar hak yolaların, haklı kilisek boğundarı büdüsün. Her zamanda ilsiler kilgen, hak yılalardı, ilge yütkürgen, Ural Batır, tuğan iline, Башкирт халкына йола тапшырган. Ура! Спасибо огромное, ребята, что приехали к нам. Я даже ничего не буду говорить, просто это так круто, и это так почетно, и так здорово. Желаю вам самых топовых вообще результатов. Желаю вам, чтобы и творческая составляющая вас никогда не покидала, чтобы вы обладали вот этой силой, которая вас вынесла буквально, да, опередив всех нами вспомненных сегодня, да. Давайте и заглядывайте как-нибудь еще к нам. Обязательно. Огромное спасибо за такую поддержку, за то, что провели такие интересные и аналогии, за такие интересные вопросы прозвучали. На некоторые моменты после того, как мы побывали на Европе+, мы даже сами взглянем по-новому. Айола в полном составе провели с нами этот воскресный вечер на Европе+. Ну, а я, Александр Генерозов, жду всех ровно через 7 дней с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. Благодарим вас.